Должны были проводим встречу с региональным оператором. Как вы знаете, в федеральном законодательстве произошли изменения. Сбором, транспортировкой, утилизацией ТКО, твердых коммунальных отходов занимается региональный оператор. По югу Дагестана определен региональный оператор «Экологика». Здесь представитель этой компании, исполнительный директор Черников Альберт Сергеевич, Загидин Магомедович, начальник юридического отдела Малаев Мудин Аруджевич, представители компании Аббасов Али Аббас Бабаевич и Бабаев Рамис Фаикович. Мы во время новогодних каникул собирались, обсуждали вопросы. Это непростая ситуация, мы видим, с каким трудом по Дагестану идет процесс. С одной стороны, наши муниципальные полномочия сохранились, с другой стороны, федеральное законодательство определило уже регионального оператора. То есть эта ситуация, связанная с исполнением федерального законодательства. Здесь очень много вопросов, поэтому возникает у нас, у наших глав сельских поселений, у наших жителей. Поэтому я думаю, что разговор получился конструктивный. Мы это обсуждали, мы без вас обсуждали после этого. Составили такую дорожную карту, план мероприятий. Какие-то мероприятия проведены, какие-то еще остались. Нам бы хотелось в первую очередь вас послушать, Альберт Сергеевич. И потом здесь и представители прокуратуры, и республиканских наших исполнительных органов. Послушаем мы их тоже, и наших сотрудников администрации, и глав сельских поселений. Пожалуйста, Альберт Сергеевич. Мы выиграли, потому что имеем опыт работы с ТКО. Если помните, мы год назад встречались, общались там. Мы и ровно год назад мы планировали на нашу работу начать пораньше, подготовиться к ней. Планировали проехать по каждому главе поселения, чтобы понять непосредственно, что необходимо, как организовать лучшую работу. Но этот год у нас ушел все-таки на подготовку именно тарифа для работы с непосредственно ТКО. Так как оказалось, из всей нашей программы очень сложно оказался тариф, утверждение тарифа. Мы несколько раз его подавали, нам несколько раз возвращали. Мы были не в диалоге, а в роли постоянно виноватых, не знаю в чем. Но со временем, на сегодняшний день, все-таки мы пришли к результату. Тариф мы реально получили 29 декабря. Да, уже непосредственно утвержденный. У нас к этому тарифу очень много вопросов. Но он утвержден, и мы обязаны приступить к своей работе. Поэтому получилось у нас, как всегда, в нашей стране, все ждем, непонятно чего. Потом раз, и приходится все делать быстро. И, скажем так, не совсем качественно работу. Ситуация сейчас какая, Тариф, который мы на сегодня утвердили, наша задача с этим тарифом организовать работу по вывозу ТКО. После Нового года, я так понимаю, все-таки муниципалитеты и глава района на себя взяли ответственность, не оставили район и город, и села без вывоза мусора, так как еще ничего не понимали, но организовали работу, еще не понимая, что, как будет, что будет, где будет, Вот мы как раз первый раз встречались непосредственно с водящей компанией, я предварительно просто проговорил, как я эту вижу работу. Директор компании проговорил, что на следующий день он на себя какую ответственность может взять, какой бы не хотел, потому что видит в этом проблемы. Он их проговорил, объяснил. Я понял, что основная все-таки проблема не столько вывести мусор, сколько на следующий день собрать оплату. И в принципе я с этим согласен, потому что население никогда за мусор не платило. А если платили, то так, знаете как, по настроению и по желанию. Сейчас это вменили в обязательство, что каждый житель, каждое юрлицо обязано заплатить за мусор. Но прежде чем она обязана заплатить, его надо вывести, правильно И основная сложность, я считаю, это непосредственно в тарифе. Да, Я считаю, что мое нахождение здесь это обосновывается тем, что так как мы имею большой опыт работы с ТКО, я за такой минимальный тариф взялся с районов, этот мусор собрать, привезти, рассортировать и минимально утилизировать. Так как мы этим занимаемся давно, опыт есть, я за это взялся, и на сегодняшний день собрал команду, у нас здесь, она не вся, но она здесь, и мы эту серьезную и очень ответственную работу взяли на себя.
очень большие риски и очень большая ответственность. Да? Но ввиду того, что все-таки уже поезд пошел и слова сказаны, за них надо отвечать. Ради этого я из Москвы переехал сюда и здесь живу, потому что вопрос серьезнейший, да, люди все взрослые, да, ну, и программа тоже очень серьезная. Никто никогда до нас этого не делал. Да, это вот эта программа, что делать с мусором, понятно, но чтобы непосредственно законы, экологию и, допустим, саму работу увязать в единое целое, этого еще никогда не делал, это первый опыт такой, как бы. Поэтому вот лично я хотел бы на следующий день попросить у всех, как бы, все-таки понимания, да, вот, и помощи, потому что задача архисложная, но она есть, и могу что сказать, вот сегодня жизнь нам посылает, как бы, такое испытание, надо ее сделать. Она на благо людям, И я уверен в том, что когда все вместе за это возьмемся, все-таки люди все грамотные и серьезные, я думаю, должны с ней справиться. Потому что делать с ТКО я знаю, но без помощи глав поселения, без помощи главы района, без помощи населения, я считаю, это будет невозможно. Поэтому вот первый месяц сейчас просто проговорим, как мы видим это, да, там, организуем, запустим ее, отработаем. По истечению месяца, опять же, сделаем совещание, да, посмотрим, что у нас там, ну, получилось, что у нас не получилось, что у нас хорошо, что плохо, чтобы дальше, в следующий месяц, мы все-таки эти проблемы устранили и все-таки наладили систему. Вот основная мысль такая, как бы. Совладящая компания, которая сегодня здесь есть, какой большой плюс я вижу? В отличие от многих районов, эта компания, она более подготовлена, она имеет лицензию, и люди непосредственно, которые в этой компании есть, они все-таки более-менее уже профессиональные, и с ними, по крайней мере, очень легко общаться по вывозу мусора. Они понимают, как его собрать, как его вывести, куда его вывести. И техника есть, да. Это не то, что мы бы хотели, да, там, но мы только начали. Задача заключается в чем? Не просто этот мусор вот так же, как и возили, и возить. Нет. Пока начать его так же, как и возили, но с каждым месяцем, с каждым годом улучшать качество вывоза мусора, да, там, и избавиться от всех несанкционированных свалок. Избавиться, скажем так, от того, что сейчас происходит. Это не просто там собрались, да, там, и поменяли там мусоровозящую компанию, которая пришла, там денег собирает, как бы, там, и это наживается. Нет. Эти деньги, которые будут собираться, на них будут построены новые заводы, новые предприятия, новая техника, для того, чтобы люди видели, что с приходом регионального оператора система обращения с ТКО, она меняется. Это не так быстро, но она, как бы, все-таки результат будет виден. Имеем большой опыт не только российский, но еще и зарубежный. И вся проблема в том, что в мире разный уровень дохода населения в каждом государстве, и те, у них на какие деньги есть, они на эти деньги как бы, там, непосредственно и организовывают переработку. Наша задача заключается в том, что на те деньги, которые на сегодняшний день наше население может платить, тоже, по крайней мере, создать систему, чтобы наши отходы, они по улицам не валялись. Вот основная мысль. Здесь присутствуют и представители общественности, и главы крупных сельских поселений. Поэтому, если у вас какие-то вопросы возникнут, пожалуйста, задавайте вопросы. Здесь есть специалисты, и прокуратура, и дирекция экологики регионального оператора. Но нам надо прежде всего уяснить, что это федеральный закон, мы не можем по-другому поступить. Но с другой стороны, мы должны готовиться к тому, что и социальное напряжение может возникнуть, потому что практически 50% населения не платило за мусор у нас в районе. Мы это знаем. Сейчас не просто нужно платить, а платить нужно от 30 до 50 рублей, в зависимости от отдаленности районного центра. Есть свои нормативы, это надо довести до каждого жителя. И нам бы не хотелось, чтобы наши жители, учитывая доходы нашего населения, это не другие регионы России, вы уже 2-3 года контактируете с Дагестаном, вы знаете ситуацию, безработица колоссальная, заработные платы мизерные, поэтому здесь могут возникнуть такие вопросы, как нам отойти от этих проблемных вопросов, как нам сгладить социальное напряжение, вот эти вопросы тоже возникают. Эти вопросы, другие вопросы, пожалуйста, давайте мы обсудим, мы уже должны начать работу. Как нам это организовать? Мы-то подготовили и нормативную правовую базу, и регламентирующие акты, изучили. Но здесь еще остается очень много вопросов, которых нам нужно решать. Пожалуйста, если какие-то вопросы есть,
друг другу задавайте. Послушаем, подведем итог нашего обсуждения. Со временем мы ее будем потихонечку менять, да, там. И вот та организация, которая сегодня работает, она на сегодняшний день, как бы, там, вот тот график и та система вывоза мусора, которая есть, по этой системе дальше продолжаем мусор вывозить. По истечению месяца, я думаю, мы все-таки сядем и сейчас проговорим с вами расходы, которые есть, которые непосредственно мы вам компенсируем, да, потому что этого еще никто не делал, мы сейчас проработаем, и мы заключим с вами договор на оказание услуг, просто где вы пропишете, какие районы, какие города и какие юрлицы вы вывезли, чтобы мы могли вам это оплатить. Цены мы с вами там обсудим. Просто хотелось понять, вы только, получается, Касумкета хотите, или все-таки все районы, которые есть, чтобы мы не оставили ни один населенный пункт без вывоза мусора? Мы за тот промежуток времени праздничный, мы уже с вами встречались, да, под руководством совещание у нас было. Мы подумали, проанализировали этот момент. Территория района очень большая. Большая, да. Народу тоже много. Потому что 56-58 тысяч человек – это огромная территория. Если мы до сих пор обслуживали где-то порядка 15 тысяч человек, районный центр у нас, в районный центр входит около 5 населенных пунктов. Ну, вот администрация сельского поселения Касумкентского входит Касумкент, Новопоселок, Ахцу, Сайкент и Азикент. Это когда-то были отдельные, сейчас все это в одном поселении. Соответственно, там 15 тысяч человек. Теперь же, исключая, мы, когда с вами предварительно разговаривали на тему, у нас был такой разговор, в связи с тем, что нижняя зона района находится чуть-чуть поодаль от центра, и, соответственно, она ближе к Дербенту, чем, скажем, к районному центру. Зардианская зона, да. Алмака, Иминхюр и Даркуш. Да, и еще Корчатская долина, потому что напрямую дорога есть через Сертыч, оттуда к Дербенту, и как бы через небольшой такой перевал, так скажем, здесь. Поэтому асфальтированная трасса в сторону, дорога там лучше, в сторону Дербента. Как бы мы предварительно договорились, что вначале мы как бы не будем брать весь район сразу, потому что эта территория большая, обхват большой. На этой территории потребуется спецтехника, ее просто так не вывезешь. Ее надо привезти, соответственно, все эти расходы, они увеличиваются. Поэтому как бы была предварительная договоренность о том, что мы как бы охватим территорию, начиная с Советского поворота и выше вот эту территорию. Есть определенная схема сбора ТКО, которую мы как бы за год, два, три, вот последние несколько лет как бы создали. Особенно мы последний год мы все это как-то усовершенствовали, мы делали разные эти, работали над разными схемами, но в конце концов пришли к тому, что, допустим, вот так все выводится, мы собираем до временного накопления на мусорном полигоне нашем, так называемом, место отведено специально. Поэтому мы эту схему нарушать не будем. Желательно для нас, допустим, для начала есть, как вы сказали, определенные риски, все сразу не брать. Так-то, если брать, как я уже недавно говорил, можно и соседние районы охватить, но за это отвечать надо. Поэтому ту ношу, которую непосильную, может, я не потяну, мы не потянем, потому что я не один, это мы все вместе. Поэтому мы все это оставим. Я думаю, вот та территория от Советского поворота сюда выше, это где-то порядка 40 тысяч человек населения, столько проживает на территории. Мы бы как бы охватили, потому что есть система, есть в каждом населенном пункте есть машина, есть водитель, есть рабочие, есть здесь главы сельских поселений больших, скажем, крупных, в которых проживает много населения. Соответственно, мы проанализировали такую финансовую эту составляющую тоже, подумали, экономику тоже свою посмотрели, что это уходит. Мы думаем вот эту территорию охватить, соответственно, сделать, есть у нас проработанный график вывоза с этих населенных пунктов такого. Естественно, с вами будет тоже взаимодействие будет, и вот тот график, как вы будете увозить его, Дербент дальше, естественно, этот мусор, он не должен здесь застаиваться, задерживаться, потому что если его, допустим, я прошлую неделю убирал, у меня там трактор работает на полигоне, сейчас сторож с полигона звонит, говорит, там надо трактор, чтобы работал. Каждую неделю один или иногда два раза при необходимости у меня бульдозер работает на полигоне. Как бы окучивает его, собирает, потому что эти машины как попало, ну не как попало, просто не могут его.
Понимаю. Поэтому схема остается, надо экономически обоснованный расчет есть, как его, который мы сделали. Мы вам его предъявим, как его. Вы хорошо, вы будете работать, а кто будет оплачивать там? Раз. Второе. Это главное же, эта система-то будет работать, да, в любом случае с вами будет заключен договор. Также, да, это уже надо заключать, уже надо работать. Ну вот по прошлому протоколу можем даже пройтись, чтобы у товарищей было какое-то впечатление и о происходящем, да, что мы хотим. Да, мы говорим, это же надо работу организовать, не просто так, людям нужно зарплату платить. Да. Как это организовать? Первый вопрос. Второй вопрос. Что на это скажут главы? Им же непосредственно придется работать с населением. Третий вопрос. Как это узаконить все вопросы? Потому что вы деньги собирать вы не можете. Деньги нужно собирать, должна собирать эта организация. Да. Вот эти вопросы же главное. А суть схемы мы-то понимаем. В любом случае они будут опираться на вас. Потому что более-менее солидная организация имеет технику, имеет опыт работы с ТКО, с людьми, с населением, с коммерческими структурами. Это все разговоры мы-то прошли уже. Вот как нам с сегодняшнего дня это организовать? Вот эти вопросы. Вот на сегодняшний день есть организация, которая, допустим, имеет опыт и знания, и возможности технически вывести мусор. Да, потом. Мы общались с руководителем, он сказал, вывести мусор с тех регионов, о которых я говорю, я вывезу. Я уверен, что это было сделано так. Что касается сбора денег, это на сегодняшний день к ним отношения иметь не будет. Да, там, они самое главное будут информацию давать, что, где, как они вывезли кого-то. Мы здесь создадим абонентское отдел, здесь у нас непосредственно человек это возглавит, на задачу ему поставим. И что касается юрлиц, мы выставим счета на оплату. Что касается физлиц, мы раздадим квитанции. У нас есть, вас уже список есть этого? У нас на сегодняшний день начальник абонентского отдела нашего главного офиса на сегодня день находится в Махачкале. Мы договаривались с руководителем Паруса. Еще год назад мы не заказывали программу по вывозу мусора и выставлению квитанций. Но сейчас непосредственно обсуждаем, как это все будет выглядеть, потому что, опять же, мысль или идея какая, да, там, что выставив квитанции, чтобы у человека была возможность с этой квитанции прийти на почту, там, прийти там, в Сбербанк, или там, прийти там, я не знаю, там, в терминал, нет, оплатить. Или не может быть, да, понимаете? Я не или говорю. Я серьезно говорю. С кем? Это же надо договора заключать. Если с банком, то договор должен быть. Я так понимаю. Не так? Выходные были у нас до 10 числа. Правильно, да? Там? И 10 дней никто там, ни банки, ни почта не работали. Мы за этот период общались не только с вашим районом, да, там, но и по другим районам тоже. Мы этим занимаемся. Поэтому почему или? Потому что мы до сегодняшнего дня пока предварительно с ними общались, но договор не заключили. Пока договор не заключен, я считаю, что это пока не вопрос. Но я просто опять же там вот общаюсь, допустим, вот мы сейчас сидим, вот вопрос первый, да, там, из того, что есть на сегодняшний день, да, вот простому человеку там, выйти с квитанции, заплатить лучше всего, наверное, на почту, да, там, мое мнение такое. Потому что в каждом селе там есть эта почта, чтобы человек мог прийти с этой квитанцией, оплатить ее на почту за вывоз мусора. Вот как думаете, Сергей Алексеевич? Ну, на почту можно оплатить, в принципе, это проще всего, да, учитывая, что сеть есть. Но вам параллельно в любом случае, даже сейчас в муниципальных учреждениях требует договор с Сбербанком, перевод безналичную оплату всех услуг, даже те, которые муниципальные учреждения. Желательно было бы и договор со Сбербанком, чтобы через банкомат. Здесь с юрлицами я проблем не вижу. У нас на сегодня... Нет, я имею в виду с физлицами. Если у вас будет договор с Сбербанком, оплата через банкоматы, да, через Сбербанк онлайн, это тоже надо ускоренно прорабатывать. Вас, которая проводилась, послушайте, и вы послушайте, и наши работники. Если что-то не сделано, скажите, пожалуйста, вот этот вопрос не решен. Первый вопрос. Поручено было отделу ЖКХ разработать план мероприятий, дорожную карту по организации деятельности по сбору, раздельному сбору, транспортированию и временному накоплению твердых коммунальных отходов на территории района. Проект подготовлен. Проект дорожной карты. Произвести расчет тарифов на услуги регионального оператора по обращению с ТКО для бюджетных организаций. Есть произведен расчет. Расчет произведен. Согласован со всеми службами? Нет, пока не согласован. Согласуйте, пожалуйста. Хорошо. Согласуйте. Это было поручение ЖКХ. Главам сельских поселений провести информационно-разъяснительную работу. Пока еще так не провели, но так. Предоставить региональному оператору ООО «Экологика» списки ИЖС и фактически проживающих в них граждан на территории соответствующих сельских поселений. Главу подготовили? Готовят? Готовят.
совместно с земельным имущественных отношениях, управлением, обеспечить выбор земельных участков под строительство мест накопления ТКО на территориях населенных пунктов и организация работ по созданию и содержанию мест накопления ТКО. Но место накопления, временное накопление ТКО определен на полигоне у нас. Ну, все моменты, все по переводу земли. Земля сформирована, участок сформирован. Нет, я просил, вы знаете, мы это собираем мусор. В любом случае, в каждом сельском поселении, мы как договорились, должна быть хотя бы минимум одна площадка. Понятно, чтобы установить на каждого, на 40 человек нужен один контейнер по закону. Свыше 1000 контейнеров мы не сможем. Понятно, контейнера, они экологикой обеспечат, да. Но земля, площадку создать, это опять-таки финансовые средства. У нас нет. Но в любом случае сейчас, в каждом поселении, в каждом крупном населенном пункте должна быть минимум одна контейнерная площадка. Я просто опять из опыта, да, я вот не знаю, зачем нам в населенном пункте контейнерная площадка, которая в связи с самозахватами, там машине, большой машине не развернуться. Машина не может вглубь этой улицы проехать. Есть улицы, которые они могут объехать, отсюда заехал, оттуда выехал. И человеку надо пройти где-то 300-200 метров с мусором. Не хотят они проходить определенное время, график, зная, что машина подъедет к центральной дороге, выкинуть. И они оставляют, допустим, на работу выходят, раз оставил пакет у дороги, выходят. И глав послушаем, что они скажут. Вопрос о заключении договоров с населением. У нас по хозяйственной книге там 15-200 человек числится, а вы говорите, что вы будете смотреть через парус, да? А по факту у нас 13, около 13 тысяч населения. Вот этот момент как? Начисление будет производиться по прописанным людям в каждом доме. И... Ну он-то живет в России где-то, на заработках. Ну я проговорю как. Вот он, где живет в России на заработках, он же там мусорит. Ну да. Да. И на сегодняшний день там никто не начисляет же. Вот на сегодняшний день я живу в Москве. В моем доме прописано 22 человека. Тариф на человека 150 рублей. В реальности живет 8 человек. Ежемесячно 3,5 тысячи рублей я за мусор плачу. Хотя я там не живу сейчас 2 года, как бы там, да, и многие те, которые у меня прописались, там, для того, чтобы там учиться, работать и все остальное, а за них плачу. Ну, чтобы вы понимали. Каждый человек у нас где-то прописан. И эта программа не только для Южного Дагестана, для всей страны. Теперь вот эта оплата, скажем, да, вот я как раз хотел сказать, тот аванс, скажем, или оплата за этот месяц, январь месяц, мы-то поработали, мы работаем и сейчас тоже, исключая. Вот его авансовые платежи. Авансовых платежей на сегодняшний день пока не будет, да, потому что на сегодняшний день вот я большой регион забрал, как бы там, да, и поверьте, одновременно вот охватить невозможно, поэтому нам придется каждому из нас на свои деньги проработать, как бы там, да, мы с вами сделали отчет, подвели деньги, я вам эти деньги, которые должен, я вам их заплачу. А вот человек, который берется возить мусор, и он не может этот мусор возить, значит, этот человек как бы там не в состоянии, значит, надо вызвать с кем-то другим. Поверьте, я сейчас точно так же по селам езжу, собираю самосвальщиков, этих там метанщиков, как бы там, да, с ними договариваюсь, они на сегодняшний день на себя взяли там 2-3 села, которые готов там по графику вывести. Без глав или с главами? Без глав. Вообще без глав. Вот из село пошел, я договорился там, и он вывозит. Уже непосредственно у меня есть контролер, который к главе пришел и с главой договаривается, в какие дни вывести мусор. Потому что я на сегодняшний день одновременно всех глав поселения охватить не могу. То есть в феврале вопросы оплаты... Да, по крайней мере, до конца февраля мы под 0 закроемся. Хорошо. Под 0 закроемся. Да. До 1 марта. Да. У глав еще есть вопросы, я знаю. Да, Глава Шелестарской сельской администрации. Я уже отдельно работаю, нанимаю 2 водителей, 2 рабочих, я без их техники сам собираю мусор. Но сейчас они вот разногласия ведут тоже, вот, ну, больше не хотят, если я каждый год, начало года заключал с ними договора, пока их с ними договора нет, и они отказываются дальше работать. По моей просьбе, они еле-еле до конца этого месяца, если поработают. И так нам тяжело по второму вопросу тоже. У нас ГАЗ-53 техника, ну, люди, мы по улицам приезжаем вот так и выбрасываем мусор. Ну там женщина у нас выбрасывает этот мусор. Кто-то заполняет полные мешки, она не может его поднимать. Не может поднимать. Вот такие тяжелые моменты у нас тоже есть. Ну, самое главное сейчас, я что хочу говорить, вот кто будет заключать с ними, чтобы работа пошла дальше, потом как решить вы дальше порешите, чтобы сейчас должны заключать с этими рабочими, с моими договора, чтобы они поработали. Вот этим процессом кто командует? Я. Вы сами, да? Да, да.
у вас будет возможность, допустим, вы не с Космопнефть не работаете, да? Вы сами, да, получаете? Да. Они до сих пор не работали, соответственно, та территория, о которой мы говорим, от поворота сюда, естественно, они войдут в эту территорию. Не, если он, допустим, сам может процесс организовать, с нами может договориться, но опять же там, у вас же лицензии на перевозки нету, правильно говорю? Нет. Тогда здесь два варианта, как бы там, допустим, мы у вас там берем аренду с экипажем, машина, как бы там, да? Те ребята, которые есть. Да. Мы проговорим сумму, где мы учтем все ваши расходы, и по течению месяца эти суммы вам заплатим. Макинский, это зона. Там 3 населенных пункта, 3 сельскохозяйства, там 12 тысяч населения. Да. До сих пор районы ЖКХ нас не обслуживало. Да. Мы примитивным порядком, Сами, да? когда возили, когда там не сортировали свалку, мы там закрывали, там делали. У меня такой вопрос. Когда вы начинаете вот, договора заключать с физическими лицами, вот когда вы же приезжаете, абонент служба, когда вы начинаете заключать с физическими лицами договора, первый вопрос, второй вопрос. С теми, кто не будет заключать физический вопрос, стоит в этом. Есть, у нас была разъяснительная работа, я спрашивал, и там есть такие люди, контингент населения, которого, я же говорю, до сих пор, это первая практика, первый опыт, у нас вот начинаем, вот они говорят, я в УБУСу не буду выбрасывать, у меня нету, вот какие административные санкции можно принимать к ним, которые не будут заключать договора. Со списками у нас все готово. Парус вам там не надо, у нас работает парус район. Отлично. Надо, вот списки могем представить полностью. В первую очередь, договора заключать с ними. И второй, у нас временные полигоны, в районе только временный полигон, который имеет лицензию для хранения этих там твердых, у нас на месте этого нету. Нежелательно бы, чтобы оттуда прямо возил бы, если в Дербенте возить полигон, там 30 километров. А можно так? Большие машины организовать сразу. Большой контейнер поставить его. Там можно КАМАЗ-машину 15 кубов загрузить 12-15 кубов, чтобы не туда высыпать сразу. Оттуда сразу можно будет прямым отправить туда ваш полигон. Ваш полигон. Сейчас ответит. Договоров с физическими лицами могу ответить следующее. Значит, у нас готова полностью работа, есть форма договора. Вот когда мы определимся с главами сельских поселений, какой контролер будет обслуживать эту зону, значит, у него будет вся полностью информация. Значит, вплоть до уведомления, где расписано, если человек не заключает договор, какие штрафные санкции. И кто имеет на это составить соответствующие эти акты об административном правонарушении. А все, что касается, вот, будут заключать, не будут заключать, это будет зависеть от работы контролера. Договор у нас подготовлен, так что там расписано, значит, учитывая норму накопления на одного человека, где он живет, соответственно, будет расчет и представлен договор. Вот поэтому у нас и на сайте будет полностью информация. Если вот как раз главы есть, вот, конечно, люди будут задавать вопросы, почему тариф такой, почему мы обязаны платить. Поэтому им нужно будет у себя в администрации иметь папку, желательно мы сделаем для каждого для администрации сельского поселения вот папку с документами, чтобы человек, который пришел, чтобы мы ему могли объяснить, вот, значит, нормативная база, вот документы, вот тарифы, вот норма накопления на каждого человека. А вот список тех лиц, которые проживают в каждом домовладении, у вас он должен быть. У нас есть по хозяйственным книгам, чтобы таких разногласий не было. Вы начисляете на 5 человек, а там в итоге уходит 10 человек проживает. Поэтому с людьми надо уже сейчас работать, привлечь сюда телевидение, разъяснять новое законодательство. И когда квитанция придет, мы вот здесь сейчас говорим, для нас он тариф маленький, да. Но для этого населенного пункта он большой, люди привыкли не платить. И когда завтра квитанция на 5 человек придет 250 рублей, естественно, он начнет возмущаться. Поэтому, чтобы вот этого возмущения не было, нужно снять вот этот стресс, предварительно озвучив ему, вот, можно на собраниях каких-то общих озвучить, по телевидению рассказать, чтобы подготовить. Они будут врагов видеть в нашей улице, конечно. Конечно. Ну, я наоборот вам скажу, что в принципе, так скажу, эта программа же не только здесь, да, там, вот, это по всей стране. Да, но людям же надо объяснять. Однозначно, давайте объясним, я только за. Населению нужно объяснить. Население в любом случае будет возмущение. В любом случае будет возмущение. Это дополнительное социальное напряжение для нас, для района. Потому что налоги повысились, дополнительно и эти вопросы, а заработные платы, они увеличиваются. Естественно, они будут обвинять администрацию, вот вы не проработали, вот вы этот.
Не все люди знают, что такое федеральный закон, не все люди знают, что это уже не наши полномочия. Не всем объяснишь, до каждого, до 60 тысяч населения, до каждой семьи дойти нам очень тяжело будет. Поэтому я предлагаю и вам на уровне муниципалитета, и на уровне республики ежедневно проводить разъяснительную работу. Когда вот меняется вот так, в принципе, оператор, да, у вас большие объемы будет вывозиться с территории нашего района. То есть мусор здесь не будет? Да, здесь вся прелесть в том, что мы не будем связываться с этим, она не будет нас пачкать почву, там не будет животных умирать от этих качков. Самое главное, вот здесь нужно еще раз нормативно-правовую базу обеспечить. Выставить его, например, у нас в сельском поселении есть определенные работники, которые могут донести вот эти договора, да. Кто не согласен там с этими договорами, они фактически могут и не заключать, правильно же? Они могут вас фактически... Не могут. Да. Не могут. Кто не согласен, не могут. Это, правильно же? Они могут претензии вам предъявить, если не заключен договор, да. Он может как его заключить определенные положения, выйти в суд, например, если вы не оказываете по этому договору соответствующие, например, услуги, да. Они могут обращаться в суд. Согласен. Поэтому нужно у них обязательно быть договора. Не просто аферистический заход, например, выставил, например, через 5 дней, например, вступил в силу, например. Так не бывает. Это мы, народ такой, да? Мы понимаем. Публичные правоотношения, да, они же не предполагают как таковое само навязывание. Договор публичной оферты раскрывается в статье 426 Гражданского кодекса. И в данной ситуации заключение договора с потребителем, с физическим лицом, он обязателен как таковой. А вот вариант, при котором вы озвучиваете, что там 10 дней на сайте будет размещен, и, значит, хочет там потребитель заключить, не хочет. Получается, фактически это навязывание услуги. Это закон, который на сегодня обязывает каждого человека на сегодня заключить договор. Во-первых, в статье 1 89 ФЗ там раскрывается понятие регионального оператора и указано, что региональный оператор обязан заключить договор. А как заключить? Обязан, да. Ну, договор заключается в какой? В устной, письменной форме. Но в данном случае сама трактовка публичного договора, она неправильно вами раскрывается. Ну, давайте возьмем, к примеру, вот энергосбытовые компании, да, публичное акционерное общество. Там же тоже есть договора с абонентом. Если человек недоволен, у вас встречная оферта, с его стороны тоже может быть встречная оферта. И, соответственно, по заключению, по обоюдному согласию вы договор акцептуете, правильно? Но это такие вот замшелые тонкости, да, юридические. Поэтому мне кажется, Нариман Шамсудинович, вот именно поскольку за весь банкет платит потребитель, так образно выражаясь, да, до физических лиц их не надо снимать со счета. А почему это особое отношение к юридическим лицам? А с физическими лицами можно так, мы разместим договор, согласятся, не согласятся через суд. И поскольку мы защищаем интересы населения на уровне муниципалитета, я считаю, что их права, а вы являетесь коммерческой организацией, цель, задача которой извлечение регулируемой, да, ну, извлечение прибыли, да, от своей деятельности. Соответственно, что эти интересы должны защищать мы, прокуратура и так далее. А вообще, в принципе, так скажу, вот аферистические хитрости и все остальное вообще исключены. Потому что я точно знаю, как только человек со мной на 1 грамм схитрил, я с этим человеком никаких дел иметь не хочу. Принципиально, да, вот там. Точно так же и себя ставлю, как бы там. Потому что маленький обман вызывает большое недоверие. Да, как бы там. И мы здесь не для того, чтобы что-то кого-то где-то обмануть, какого-то жителя, не до этого. Это первое. Второе, я не юрист, так как вы, допустим, да, там, ну, вот такие, ну, не проговорю. Просто, да, тонкости не знаю и не скажу. Вы на сегодня правильные вещи проговорили, они мне нравятся. Да, как бы там. Только вопрос теперь другой. Вот теперь как это реализовать масштабно, да, там, и пройти каждого жителя по Юждагу, там 600 тысяч человек, да, там, вот если вы объясните, то я сделал именно так. Вот то, что вы сказали, целиком полностью, я такой же житель, как и все остальные, я такой же человек, да. Но на сегодняшний день, чтобы работу поставить и вовремя заплатить людям, непосредственно, которые мусор этот убрали, как бы там, да, вот такой, не физический, как бы там, а вот такое решение проблемы дали, да, как бы там, ну, региональному оператору. Это не мы придумали, это не наш ноу-хау. Я опять же повторюсь, они программу придумали, как бы там, да, ее дали и нам бросили, идите решайте. Мы для этого и собрались, как бы там, да. Вот я как человек непосредственно уже не как региональный оператор, а проговорил как человек, который этим занимается. Поэтому
хотелось бы именно совместно, да, там, эти все вещи решить. Просто меня также там проговорили, вот лично опять же, пришел, я сижу и думаю, как это правильно решить, и чтобы у людей сомнений не было там в порядочности, в элементарности, еще за небольшие эти деньги, которые тоже большие для людей, все-таки этот мусор собрать и вывести. Вот задача. Если вы, допустим, какой-то выход дадите и скажете, мы только за. Почему его нас обязали разместить в сайте? Во-первых, это мусор. Вы не сравниваете его с другой коммунальной услугой. Если мусор возиться не будет, это уже экологические последствия. На этого человека могут составить уже другие по пункту 8.2 надзорная инстанция. Да, поэтому размещение его в сайте нас обязывает. Почему? Потому что почему придумали вообще вот эту систему регионального операторства? Потому что до каждого жителя в каждом селе достучаться, дойти, это минимум полгода пройдет. Поэтому его разместили до 10 числа. Чтобы это все организовать. Не было. В 2017 году 2 года, 2 дня. Пока региональных операторов не определили, пока тарифы не утвердили, вы сами прекрасно знаете, это прошло очень много времени. Первое. Второе, он в сайте у нас висит, и у всех есть доступ сегодня вот к сайту регионального оператора. Я уверен, почему-то больше всего, что в каждой администрации есть человек, который читает, есть человек, который интересуется, их главы районов вызывают, чтобы у них сайты работали. Вот кому, если интересно, у нас сайт есть, там все расписано. Почему его публично видео вот выставили, полностью расписали, какой охват, сколько районов туда уходит. А его сравнивать с другой коммунальной услугой почему нельзя? Потому что она ведет уже других последствий. Сегодня вы же прекрасно видите, сколько надзирающих органов есть. Тем более это мусор. А то, что его там с каждым ходить, отдельно заключить, проблем нету. Это тоже, вот если кому интересно, мы, когда будем наши операторы, наши представители здесь работать, да, мы пригласим, если кому-то он в бумажном носителе нужен, мы его распишем, но мы обязаны выставить, вот услуга ведется. Вот, нет, вам никто не говорит, что вы не обязаны, да? Вам говорят, как это узаконить. Когда будет платить, будем с ними заключать договоры. Все, на этом вопрос исчерпан, я так думаю. Мне кажется, если внимательно прочтет, любой человек, который даже не юридически грамотный, поймет, там все расписано. И ссылки есть там. Допустим, вот сам договор, да, публичной оферты, но он предполагает обращение к неопределенному количеству лиц как таковой, да. А у вас в самом договоре, вот размещенном на сайте, он обращен к муниципальному образованию. Но я как понимаю, да, весь текст договора, начиная от предмета и завершающих моментов, это вот форма типового договора, который был утвержден постановлением правительства. Все содержание. Просто здесь в шапке указано муниципальное образование. Я считаю, что это тоже уже неправильно как таковое. ЖКХ, экология, Роспотребнадзор пригласите, вы и ваш представитель. Объясняйте людям. Вопросы возникнут. Вы эти нормативно-правовую базу, регламентирующие акты еще не изучили. Мы вам предоставим. Мы все знаем. Знаете, да? Ну, уже заключенные проекты между нами, не знаете же? Мы знаем, потому что они сегодня не появились, они в гражданском способе расписаны. Просто взяли, операторы сделали так, чтобы специализировать эту работу в одном регионе, чтобы... Нет, ну в любом случае сделаны, типовые, мы-то все понимаем, но они приспособлены к нашим реалиям. Пожалуйста, в любом случае, вы как эксперт, вы как надзорный орган, мы вам предоставим, изучите, пожалуйста. В Подмосковье, там, как нам говорили, там катастрофа. Да, катастрофа, показывали эти свалки. Президент даже занимался этим проблемой, да, чтобы укрыть это, там, похоронить и так далее. Ну, чтобы так сходу решить проблему, конечно, это очень тяжело будет. Но, тем не менее, главное, что у нас желание есть, да, есть оператор. Вот, есть люди, которые тоже воспринимают. Вот. Но в данный момент, вот сейчас, да, мы очень медленно разворачиваем эту работу. Потому что целый год, помните, в прошлом году вы приезжали? Да, я приезжал. Да. В течение целого года вот эту работу мы не смогли осилить, да, осуществить. Сейчас тоже такая же картина. Поэтому это нужно подключаться всем нужно здесь. Если вы скажете, что вы без глав что-то там организуете, допустим, прямо вы выставите им счета там и так далее, это ничего не выйдет у вас. Поэтому надо главы должны ключевую роль играть в этих населенных пунктах, чтобы определить эти площадки, там, это людьми поговорить. Вам тоже надо, конечно, надо несколько крупных населенных пунктов самим выезжать с ним вместе.
Если есть необходимость, мы общественная организация подключимся. Мусор надо увозить. Это не тот мусор, как вы сказали, как раньше, который можно было сжечь там похоронить и так далее. Вот. Это в интересах наших людей. Поэтому единственное, нас беспокоит вот эти расценки, нас спрашивают. Да, ну, вы сказали, это минимальные. Вот. Я не знаю, на первых порах, может быть, где-то чуть поменьше там это установить. Как-то это, чтобы люди и пошли на это дело хотя бы, да, вот это самое, организовали вот работу. Но мы ее знаем, и без вашей помощи мы не сможем сделать. Те вопросы, которые касаемы там договоров, оферты, там юридических вопросов, мы люди доступные, мы можем совместно сесть, это обговорить, все нюансы снять. Надо человеку так сделать, сделаем. То есть у нас самое главное сейчас он потребитель, это лицо, который платит. Мы ради этого человека все сделаем. Поэтому мы со стороны что-то спрятать, там не предоставить, нет. Скажете, надо договор, дадим договор, это в наших руках. Что это, 2 бумаги дать ему тяжело, что ли? Поэтому я вас прошу, пока вы здесь вот в составе администрации, окажите нам, пожалуйста, помощь. Это просто наша чисто человеческая просьба. По обращению с отходами на федеральном уровне еще продолжается. Буквально вчера президентом подписан новый указ о создании публично-правовой компании единого мусорного оператора с обширными регуляторными и финансово-экономическими полномочиями. То есть, получается, госкомпания по обращению с отходами, они учредитель Министерства природных ресурсов Российской Федерации определен, они могут внести проекты законов. Это бюджетные деньги собираются от экологического сбора огромные, они будут распределять. Ну, как я понял, это будет называться российский экологический оператор. Деньги какие-то бюджетные, может, они вот региональным операторам будут помогать. Так что работа в этом продолжается. И я хочу на нашем уровне сказать, вот это заключение договорного процесса с юридическими лицами надо ускорить и заключить первым долгом договор между экологика и Касумкент сервис. Нам нужно конкретно вот подсчет оплаты, когда будет вот с этот сервисом, конкретно. Вот до 1 марта он должен брать деньги, оплатить людям за работу. Берите кредиты, проценты за счет оплачивать, потому что люди так работать не будут. Где бы ни касался, люди бесплатно работать не будут. Это мы с вами можем работать. А те, которые вот на этой грязи работают, это хабарами мы кормить не будем. Тяжело будет. Да. Поэтому эти средства, какие будут затраты, это должны брать, договариваясь с ним конкретно и определяйтесь за 2 месяца оплаты, если до 1 марта. Вот по этой части мы выйдем вот на банки, вот окажем тебе содействие. Вот здесь Сельхозбанк, Сбербанк. Это надо обязательно. Людей без зарплаты не оставляйте. Это всех касается. И второй. Вот категорию, вы там говорите, отходов. Да. Мы должны знать конкретно в этих договорах, что входит. Завтра так не получилось, кто-то придет, вот там, допустим, это отход такой, белый, это черный, это красный. Должно быть, люди, мы не определяют, они отходы бросают. И третий, то, что здесь спорный вопрос был по договорным отношениям, да, здесь надо оказать содействие. Потому что вот то, что вот в той форме, другой форме, это методы. А договора можно и так, вот с учетом с первым квитанцией можно, если кто против, и так можно, это вы вместе сядьте с нашими юристами, с этим определяйте. Вот эти 3 вопроса, которые мы сегодня видим, вот я со своей стороны, как председатель районного собрания, вижу, что в этих 3 вопросах есть, еще должны у вас найти взаимопонимание. В принципе, мы все определились по всем вопросам. Предварительно определились. Конечно, есть свои нюансы, свои неточности, которые нужно проработать. Но самое первое, есть федеральный закон, который мы не имеем права не исполнять. Федеральный закон всеми жителями Российской Федерации должен быть исполнен. Это первое. Как ее исполнить, как легко ее исполнить, это наша задача. Мы должны оказать содействие региональному оператору. Содействие. Здесь все проговорено, как, где, что, ну, предварительно есть договоренности. Первое, самая главная наша задача, всех сидящих здесь, это снять социальное напряжение, людям объяснить. Самое главное. Люди, которые никогда не платили за мусор, сейчас должны оплачивать. Это самое главное для нас стоящая задача.
Это самое главное. Давайте мы тоже определим, как эту работу провести. Второе. Всем главам сельских поселений не саботировать, помочь, не натравливать население на оператора, на федеральную власть, на региональную власть, чтобы такого не было. Я вижу такие разговоры, хотят показать себя в лучшем свете перед населением и в то же время не исполнить федеральный закон. Мы не имеем права. Здесь есть четкие свои регламентирующие моменты. Пожалуйста, это усвойте. Здесь и прокурор, работник прокуратуры сидит, здесь и другие службы сидят. Это вопросы исполнения федерального законодательства у них на контроле. Дальше. То есть мы не платить не можем, платить нужно. Но как снять социальное напряжение, это наша задача. Проработайте вопрос, чтобы людям было легко. Люди почувствовали разницу. Самое главное, то, что мусор в районе не будет скапливаться, накапливаться. Это самое главное. Мусор будет вывозиться. То есть это уже мы думаем о будущем, о подрастающем поколении, о будущем здоровье нашего населения. Мусор, хоть он в земле, он все равно действует на землю, на воду и все остальное. Это самое главное, это большой плюс, то, что произошли такие изменения. Я предлагаю изучить еще раз все нормативно-правовые акты, регламентирующие акты, передать прокуратуру на экспертизу, еще раз правовому отделу, еще раз изучить, вникнуть. Посмотрите опыт других регионов. И работайте совместно с региональным оператором. У них есть опыт и Осетии, и Подмосковья, и других регионов. Они эту работу уже проводят в Дербенте, в Дагогнях. Посмотрите, изучайте. Друг другу помогайте. Не мешайте. Третье. Если вам нужно помещение, пожалуйста, можем предоставить вам помещение тоже еще. Люди, которые отвечают за район, вы же большая крупная компания, у вас представительство во всех районах. Пожалуйста, в тесном контакте обозначьте с Галибой Грамудиновичем и другими нашими службами, чтобы они работали в тесном контакте ежедневно. Давайте все это, то, что здесь сказано, запротоколировать, пожалуйста. Протокол передайте региональному оператору, потому что есть наша общая задача, есть наши свои конкретные задачи, тоже то, что нам предстоит сделать. Согласуйте со всеми структурами, органов исполнительной власти и нашей власти, и дайте им на согласование тоже. Считайте, что это первый день такой нашей совместной работы. И еще по поводу круглого стола. Да, это правильно. Пожалуйста, объясните нашему населению, в чем суть, в чем изменения, какие плюсы, какие минусы, как снять социальное напряжение и другие вопросы. И если у вас сегодня не получается, изучите эти законы, проведите в пятницу. Но на этой неделе обязательно надо провести круглый стол. Или сегодня, или в пятницу. Если вы не можете, Альберт Сергеевич, отправьте ваших представителей, тех людей, которые будут работать здесь. Спасибо. Без этого мы не сможем. И ознакомьтесь с сайтом экологики. Ознакомьтесь, и люди тоже пусть знают, как сайт, что там есть, какие материалы, как проводят там, видимо, есть и все нормативная база там есть. Изучите это тоже. В общем, вот это я хотел сказать. В общем, давайте пожелаем друг другу успехов и будем работать. Договорились? Thank you.